Подпишитесь на этот канал и ставьте лайки под каждым видео. Это поможет нам в продвижении канала и доведении информации до 1000 новых зрителей. У нас сегодня в эфире заместитель директора Института востоковедения Российской академии наук Аликбер Калабекович Аликберов. И сегодня я хотел бы поговорить с нашим специалистом по древней истории Кавказа и по истории раннего ислама на Кавказе о таком замечательном факте, как постройка в высокогорном Дагестане фактически первого университета на территории современной Российской Федерации. Произошло это, насколько я знаю, в селении Цахур, в долине реки Самур. И этот университет был построен во времена аббасидского халифата сельджукским визирем Низам-уль-Мульком. Если я не ошибаюсь в фактах, Аликбер Калабекович, можете ли вы подтвердить эту информацию? И какова вообще история появления университета именно вот в этом ущелье, именно в этой долине? Добрый вечер, прежде всего. Действительно, такая информация есть. Мы, как источниковеды, должны брать и критически относиться к источникам. В данном случае у нас есть один источник, это Закария Аль-Казвини, писал свою такую работу, где он описывал разные события, в том числе на Кавказе, и он пишет, что в XI веке, во второй половине, он буквально пишет, что Низам аль-Мульк построил мадраса Низамия в Цахуре. Там пишется Захур. Этот алиф, ха полукруглый и ра. То есть там по-другому читать невозможно, только как Цахур. Потому что, во-первых, Цахур писался Захур, во-вторых, конечно, мы могли бы предположить, что вообще Закария Аль-Казвини, он один из тех, кто был такой Хамдуллах еще Аль-Казвини. А здесь четко говорится о том, что там на лагзанский язык переводились книги, раз, лагзанский язык, Цахур и лагзанский язык. При том, что мы знаем в других источниках, что речь идет о том, что лагз – это много там мулюков и много языков. То есть в лагзе живут много разных племен лагзанских. И языки тоже лагзанские, тоже упоминается во множественном числе. Люгат аль-лагзания. Я прошу прощения, я уточню. Лагз – это, скажем, средневековое политическое образование в Южном Дагестане. Я так понимаю, что располагался Лагз в Самурской долине, да? Это Самурская долина, конечно, да, это лезгинские народы, это прежде всего лезгины. Я не знаю, табасаранцы входили или нет, но может и не входили. Но абсолютно определенно туда входили рутулы и цахуры в этот союз. И может быть еще какие-то народы, потому что мы должны понимать, и вообще, если мы говорим о основании мадраса, мы должны понимать, что, во-первых, мадраса, когда говорится мадраса Низамия, это не обязательно может быть мадраса Низамия именно в том понимании, в котором мы имеем дело с багдадским мадраса Низамия, где был университет, где были кафедры, где были преподаватели, были разные направления, разные улюм ад-дин, да, религиозные науки. Мы не знаем, насколько широко. Здесь говорится лишь о том, что мы знаем только две вещи. Первое, что там переводились книги именно по фикху, по шафиитскому фикху, переводились на лагзанский язык. Это первое, что мы знаем. То есть, как минимум, кафедра изучения права, а это актуальная проблематика. Да? Вот. Но там, где есть правовые школы, в университетах, обязательно изучение Корана и хадисов обязательно должны быть. Поэтому они просто по умолчанию были в любых университетах и любых учебных заведениях религиозного толка в
в средние века. Это обязательная часть программы. Коран и хадисы, основные источники исламского вероучения, они просто по умолчанию. Вот. И плюс там просто упоминается даже книга Аль-Музини, которая переводилась. То есть это определенный совершенно определенный именно тип даже. Мазхаб большой. Внутри мазхаба различаются разные традиции. Традиция есть Абу Таиба Табари, там или другие, много разных традиций. Здесь как раз упоминается именно эта традиция в то время. Это первое. Второе, мы должны понимать, когда речь идет об университете, мы должны понимать политическую ситуацию и зачем это нужно было именно в это время. Мы знаем, что в XI веке, когда фактически Дербент был захвачен Гулямом Сельджукидов Саутегином, в 1035 году он захватил город, и по правлению хашимидов, династии, которая была до Саутегина, она прекратилась. И потом какое-то время идет худба от имени султана и Саутегина, как его Гуляма, который фактически получил во владение Дербент и окрестности. И потом, через какое-то время, когда Саутегин был вынужден уйти туда, обратно, вот, в связи с продолжающимся с сельджукскими завоеваниями, город оказывается в руках у других, уже новой династии. Эта династия называется династия Аглабидов. И селение Аглаби, кстати, связано с этой династией. Вот, Муфаридж ибн Заим стал новым правителем вот, из рода раисов. Он был раис ар-Руаса в свое время, он был главным представителем, главным в торговой гильдии, возглавлял торговую гильдию, был раисом раисов. Вот, то есть самый крупный имел экономические позиции в этом городе. И он становится уже следующим. Вот. И в это время в горах усиливается исламизация, потому что города были уже исламизированы, города уже, так сказать, Дербент уже 735 года, после того, как там мечеть строится, и Маслама перевез туда большое количество семей из разных арабских городов и областей, Палестины, там, и Дамаска и так далее, и так далее. То города уже стали исламскими, но сельская местность, она там, где близость к Кавказской Албании, она была христианская, именно албанские христиане там жили. Помимо других христиан, были, конечно, в городах и другие христиане, в частности, Аль-Юнан, там Шахар-Юнан, это часть Дербента, где греческая и армянское христианство, скорее всего, тоже было. Во всяком случае, вот, упоминания в источниках имеются. Но что происходит в это время? В это время столица Лакза оказывается под властью так называемый Белистан. В источниках упоминается, там был такой, значит, лезгинский, как условно, лагзанский царь, который, видимо, до этого времени царство было объединено, а потом оно уже, потому что в ранних источниках X века, по крайней мере, это за век до этих событий, в источниках Лакс описывается как, что у Лакза есть свой царь, Малик. И когда арабы прошли, там тоже его встречает Малик, его даже имя есть такое языческое, лезгинское имя, Арбис из Барбас, или какое-то такое сложное, я не ручаюсь за точность воспроизведения, но такое, не мусульманское такое по имя. Так вот, он был вынужден бежать в горы. И я так понимаю, что после того, как он убежал в горы, во-первых, происходит распад, вот, поскольку раньше он мог себе позволить, у него были силы и возможности, а потом он, видимо, ослабляется центральная власть, это позволяет местным вот разным, то есть происходит, естественно, децентрализация, с одной стороны. С другой стороны, усиливается исламизация этой части Дагестана, потому что самая ранняя надпись о строительстве мечети,
сохранилась именно в этой части, это кучхур селения. Там просто датированная надпись. Это не значит, что в других селах не было более ранних мечетей. Да? Это просто говорит о том, что камень из ранней мечети именно в Кучхуре сохранился и сейчас лежит в складке мечети. То есть происходит активная фаза исламизации. Но это всегда сопровождается усилением конфронтации. И, как мы знаем, Каракюре создается, и там Каракюре надписи 10-11 века, исламские, вот именно арабские, куфические. И напротив Каракюре оказывается город, такой город эмиров Тарса. А Тарса — это имеется христианских эмиров. Так Тарса называли в то время. И это Габцах с оборонительными сооружениями, там даже дербентская, как дербентская кладка, там даже фрагменты сохранились. Я был, вот мы во время экспедиции, мы действительно обследовали этот населенный пункт, то есть руины, которые остались. И некоторые стены очень хорошо сохранились. Вот. Это действительно долгое время было противостояние. И, видимо, к XI веку понадобилось усиление, именно религиозное усиление, духовное усиление, потому что мы говорим о создании мадраса именно в двух местах. И эти оба места связаны друг с другом. Это территория Кавказской Албании. Оба места, первое место — это Цахура, о котором мы говорим, и второе место — это Гянджа, или тогда Аль-Джанза по-арабски. Это столица Кавказской Албании, столица Арана. То есть фактически именно территория Кавказской Албании оказалась сначала территорией, где принимались кочевники разные. До этого там было достаточно сильное переселение на эту территорию иранских народов, причем все иранских народов — это таты, талыши и так далее. То есть курды, опять же, даже Барда были так называемые курдские ворота. То есть это идет такое освоение вот этой Кура-Аракской равнины. И я вот недавно наши исследования нам удалось показать, что, в общем, Аран — это местное происхождение, имеет слово, и означает просто равнину. Это равнинная часть. И если мы посмотрим на карту вот этой части Кавказа, вообще Кавказа, увидим, что единственная равнина на Кавказе, такая большая, это Кура-Аракская низменность. Других больших равнин нет. И для кочевников это было естественное место, во-первых, чтобы защититься, то есть они могли закрыться именно там. И местное население, видимо, к гостям хорошо относилось и принимало всех гостей. И чем дальше, тем легче было там укореняться гостям, потому что это было уже разноплеменная общность. Там не было этнической однородности. Скажите, пожалуйста. И то, что создают мадраса, а это абсолютно достоверная информация именно в Джанзе, Аль-Джанзе, в Гяндже, это означает, что два учебных центра создают в двух частях Большой конфедерации Кавказской Албании. Один центр создается в столице Аррана, а второй центр создается в столице, ну, уже к этому времени столице Лагза. То есть это вот такая попытка, наверное, все-таки, я не знаю, как к этому относиться, можно по-разному относиться, конечно. Вот. Но распространению культуры это всегда хорошо, но когда одна культура борется с другой культурой и вытеснять ее, это тоже не совсем хорошо. То есть здесь точка зрения зависит от точки сидения или там и разных других вещей. Да? Поэтому можно уточнить, вот. Олег Григорьевич? Да, конечно. Я хотел уточнить, какие источники указывают, подтверждают создание мадраса Ан-Низамия в Гяндже.
вместе с Цахуром. По Цахуру вы высказались, а вот по Гянджи кто указывает на этот Значит, факт? есть такой очень хороший источник, это Му'джам ас-Сафар, такого Абу Тахира ас-Силяфи. Почему как я вообще вышел на этот источник, это целая история. Дело в том, что я вот занимался, вот у меня вот эта книга, которую вот я в свое время написал, вот, она основана на рукописи Райхан аль-Хакаев Абу Бакра Мухаммада ад-Дарбанди. Эпоха классического ислама на Кавказе. Да, да. И там ад-Дарбанди все время ссылается на своего ученика, и причем пишет, что у этого ученика он тоже несколько раз брал какие-то сведения. И он пишет и называет его Абу Тахир ас-Силяфи, там имя там достаточно такое длинное. Вот. И говорит, что этот Абу Тахир ас-Силяфи, он, значит, Ахмад ибн Мухаммад его звали. Вот, что он би-кирати алейна маррат аль-ухра. То есть он у него тоже учился. Не только он учился у ад-Дарбанди, но Дарбанди тоже у него что какие-то сведения заимствовал. Я потом стал, конечно, я искал всех, с кем был связан ад-Дарбанди, и обнаружил, что этот Силяфи, он основал, значит, мадраса, названная его именем Силяфия. Эта мадраса находится в Александрии, он там жил, он там провел какое-то время, достаточно долго, он умер там, и эмир Захир построил именно для него мадраса, потому что он был выдающимся ученым, родом из Исфахана, его низба аль-Исфахан, Силяфи. Так вот, когда я оказался в Каире, в Александрии и зашел в магазины и стал смотреть средневековые источники, и когда я увидел сочинение о Силяфе, я просто не поверил своим глазам. Я его, конечно же, купил, и, конечно же, там обнаружил в книге его путешествий, да, Му'джам ас-Сабар, это собрание путешествий. А тогда это форма единственная, но имеется в виду, значит, коллекция путешествий, да, вот такое название сочинения. Вот, и я Ас-Субки еще находил, есть такой Табакат аш-Шафиия, многотомное, самое большое собрание шафиитских ученых, который составил Ас-Субки, есть такой источник большой, многотомный. И там я у Ас-Субки в биографии Абу Тахира ас-Силяфи видел, что он посещал Дербент. Вот, понимаете, да? То есть он реально был в Дербенте. То есть эта информация не от ад-Дарбанди. Ад-Дарбанди просто пишет, что я у него учился. А тут я у Субки вижу, что он посещал Дербент. Потом я открываю, смотрю, у самого ас-Силяфи он описывает свое путешествие. И в Дербент, и в Арран, он был в Аль-Джанзе, он там с людьми разговаривал, он приезжал в Дербент, встречался и называет людей. Я восстановил потом и в биографиях одного Кади, который преподавал, был такой Аль-Джанзи, который учился у шейха из Аль-Барда и из Портава. Тогда еще тоже ислам становится центром, бывшая столица Кавказской Албании. Так вот, он рассказывает о том, что действительно в окрестностях Аль-Джанзи была построена мадраса, Ан-Низам построил мадрасу, он пишет, Ан-Низам, сюда Низам Аль-Мульк. Вот, и на месте, куда приезжал султан, Сельджуси султан, непонятно, кто это может быть, скорее всего, Малик-Шах имеется в виду, потому что Малик-Шах вроде там бывал. И окрестности имеется в виду, я думал, Бithagr Аль-Джанза написано, Бithagr. Вот, что за Бithagr? Потом, когда я стал смотреть, и какие-то арабские источники говорят, что арабы там создали Аль-Джанзу, построили крепость, вот, я обнаружил, я действительно понял, что речь идет о том, что обычно, когда говорят об основании какого-то там Аль-Джанзы, как столицы, имеется в виду, что они
рядом с существующими городами, а Ганзак это очень древний, это древнее название Гянджи, это Ганзак, это очень древний город, он фиксируется в источниках, хорошо там все отслеживается. Так вот, существующий город, они приходят, но чтобы не трогать людей, не мешать им, они строят как-то в отдалении отдельный укрепленный городок и там заселяют гарнизон. И это называется, собственно, на территории этого гарнизона, тут достаточно отдельное поселение, отдельно там строят себе дома, то есть фактически создает свою инфраструктуру. Можно сказать, колониальную или, можно сказать, не знаю, поскольку это была столица всех кавказских владений, и там потом язиди жили, там достаточно такая интересная история. Вот. Но это, в принципе, оттуда управляли все кавказские земли халифатов, до Тифлиса включительно. Именно оттуда, из Чанзы. Вот. И я так понимаю, что эта мадраса была построена именно на этой территории. И что хорошо и интересно, поскольку здесь подробно описываются все шейхи и кто преподавал, несколько имен тех, кто преподавал, он упоминает, ас-Силафи. Здесь очень подробная информация, в отличие от, к сожалению, Закария аль-Казвини жил чуть позже, поэтому, а здесь речь идет о человеке, который в это время там побывал. Он в XII веке, уже, так сказать, в первой половине XII века там побывал. И была создана в 459 году, он прямо говорит, хиджры, это Низамия была построена, а это получается где-то около 1160 год, примерно, или может быть 60. И плюс, что интересно, он, во-первых, приводит биографии людей, кто там преподавал, работал. Плюс говорит, что какой-то вот этот Тахир аль-Джанзи, он пишет, что он был вали ат-тадрис, понимаете, да, этого мадраса. Вали ат-тадрис означает завуч или заведующий учебной частью. То есть там были нормальные кафедры, там описывается, что там действительно преподавался фикх, преподавались какие науки, то есть мы видим, что, в общем, это было более мощное, ну, понятно, что почему, потому что Кенджа, это, конечно, ну, или Чанза, это все-таки столица кавказского этого самого наместничества, поэтому, в отличие от небольшой, видимо, совсем мадрасы в Цахурии, вот, которая была очень важна, потому что она все-таки была такой смычкой. Это первое упоминание, что вообще книги на лагзанском языке тогда были в арабской графике. У нас же надписей-то нет, до 19 века-то у нас-то и текстов нет. Единственный текст, сохранившийся, это ваша курахская стела, где описываются границы Кураха и описываются там... Курахского общества. Да, курахского общества, и описываются, и там даются вот эти названия местные, фиксируются с помощью дополнительных знаков, точек. Отличаются кавказские, лезгинские вот эти, так сказать, буквенные знаки, которые амджамскими буквами. Вот. А здесь упоминается о существовании целых книг, которые были переведены. А что из себя представлял лагзанский язык на тот момент? Это древний общий лезгинско-рутульско-цахурский язык, что ли? Нет, что вы, это лезгинские языки, они не имеют более древнюю, они отделились друг от друга гораздо раньше, там дивергенция рутульского, цахурского или лезгинского языков, они произошли достаточно давно. Вот. Это опять же вопрос к лингвистам, ну, говорят, там тысячи лет. Вот. Последний язык, который из лезгинской группы, который отделился от общего корня, или там от одного из языков, считается агульский язык, это X век, якобы он отделился он между лезгинскими и табасаранскими языками. Ну хорошо, вот. А лагзанский что из себя представлял? Я думаю, что да? язык точно входил в это. То есть это лагзанский язык,
это, скорее всего, группа лезгинских языков, которые находились в Лаксе. А Лакс, границы определяются исключительно Северным Кавказом. То есть это никоим образом не Южный Кавказ. То есть южнее Кавказского хребта, то есть там, где был Ширван, то что Лакс, он граничил с Ширваном. То есть вот эти другие языки, которые были в Южном Кавказе, они в Лакс не входили. Это были... Потому что там был Ширван, и в Ширване тоже были лезгинские языки другие, да, то есть вот, в том числе вот основной лезгинский язык, он тоже там, конечно, был, так же, как и в Маскате он был лезгинский. В XI веке, например, мы видим, хотя Маскат его этимологизирует от массагетов, да, маскутов, вот, но вот это тот самый Муфарич Аз-Заим, который стал правителем Дербента после Саутигина, вот, он вписывается до того, как он стал этим, в истории Ширвана и Дербента, он якобы говорит, что вот опять жить среди лакзов придется, то есть он уезжает куда-то туда, в Маскут, и живет среди лакзов. Вот. Это означает, что нужно выделять лакз как политическую единицу, которая имела границы, и она граничила с Ширваном и Маскатом. Да? И нужно разделять лакзов как народ, который говорит на лакзанском языке. Понимаете? То который есть жил там шире, чем граница. Да, то там речь шла определенно о лезгинских населении лезгинском населении Мюштюра, как мы называем Маскат, да, Маскут. Вот. То есть это двойная коннотация, но она не только же в данном случае имеет место. Александр Николаевич, вопрос такой, к более широкой рамке. Вот эта вот сеть медресе, университета в Ан-Низамия, почему она нам интересна? Это не просто медресе, насколько я понимаю. Это сеть учебных заведений, единого профиля, единого стиля, единой образовательной сетки, которая была создана при Низам-уль-Мульке в наиболее важных центрах для халифата. И, насколько я знаю, было создано 12 таких мадраса по всему халифату аббасидскому, по всей территории на тот момент мусульманского мира. Головная была создана в Багдаде, и, что удивительно, из 12 мадраса 2 были созданы на территории Кавказской Албании, в Гянже и в Цахуре. Если 12 университетов по всему исламскому миру было создано, то создание 2 университетов на периферии, на краю халифата, где-то на Кавказе, в Кавказской Албании, говорит, наверное, о важности этого региона для Багдада, для халифов. Почему именно Кавказской Албании было уделено такое повышенное внимание? Ну, это очень, на самом деле, здесь ответ очень простой, потому что он очевидный. На территории Кавказской Албании находился Дербент. И вся эта зона, она называлась пограничной области, Ас-Сугур, Ас-Сагр, это именно, кстати говоря, в письме Тансара, это сасанидский источник до арабов, это была территория, важная часть Сасанидской империи, которая, причем крайне важная именно в силу того, что Дербенту была уготована роль защиты Ирана от северных кочевников, которых было много, и одни тюркуты чего стоят, и разные другие народы, которые тоже там вот, постоянно бегали по степям, там, Аланы и так далее. Так вот, при арабах самые продолжительные, сложные и длительные войны, они имели место именно не столько с Византией они быстро определили свои, так сказать, границы, да, вот, сасанидский Иран они быстро проглотили.
Другие противники, ну, Фатимидский появился там, Египет, они быстро захватили, и дальше пошли по Северной Африке, вплоть до Омейяды, основали Кордовский халифат. Все было хорошо, вот в Дербенте они уперлись в мощь вот тюркутов или хазар, ну, хазар, так скажем, потому что хазарский каганат официально он назывался. Вот, и 300 лет воевали с хазарами, 300 лет. И поэтому я в Берлинской библиотеке хранится рукопись, называется Рисалеи Бабии, то есть послание Аль-Баба. Аль-Баба — это название Дербента. И там понятно, что это не достоверные хадисы там собраны. Там собраны хадисы, но недостоверные. Но факт, что там говорится о том, что кто один раз одну молитву, одна молитва на стене Дербента ценнее, чем 60 молитв в Мекке, понимаете? То есть это очень сильно. Это значит, что он не только молится, но еще сражается, понимаете, защищает безопасность этих людей, да, уммы, да. То есть этот сборник, он был создан во времена, ну, во всяком случае, говорят, что в самом источнике, что его заказал, и там имя Осман Паша такой был в 15 веке. То есть получается, что Дербент был замком на северной границе халифата и был замком на самом напряженном участке фронта, фактически, где 300 лет шли беспрерывные войны халифата с хазарским каганатом. И именно здесь, скажем, в узком проходе между горами Восточного Кавказа и Каспийским морем, халифат и омейядский, и впоследствии аббасидский, он встретился с самым серьезным противником в лице тюрков. Ну, в принципе, так. Это не совсем прикаспийские тюрки, потому что это хазарский каганат, это, если это тюркуты, если это дети Ашина, как Худуд аль-Алям говорит, это отдельная тема, конечно, но это мощная сила была. От Булгар, от Волги до Крыма включительно. То есть это достаточно сильная, такая могущественная. Для халифата все-таки это была периферия, и потом халифат расширился. И там, где могли, они расширились без проблем на Северная Африка, там они легко прошли, вот, и закрепились. Вот. А здесь оказалось, что они не могут. Тем более там степи начинаются за Дербентом, вот, чуть дальше. Вот, фактически степная зона, это все-таки для арабов, это все-таки тяжело. И вы обратите внимание, за 300 лет ведь арабы от Дербента далеко, не очень далеко и сдвинулись, можно сказать, почти не сдвинулись. Но не считая маленьких таких укреплений за Дербентом, то северный Дербента, они и то были такие, знаете, предупредительные, они должны были сообщать о нашествиях. А так ведь не было никаких. И ворота, которые вели на север, Баб-аль-Джихад, они же так и назывались, Баб-аль-Джихад, врата джихада. То есть фактически граница вот это по северной стене как проходила, так и через 300 лет она проходила. Вот, поэтому вопрос ничего такой, не изменилось. Алексей Яковлевич. А скажите, пожалуйста, в тот период Кавказская Албания, Гянджа, Южный Кавказ, ну и, соответственно, наверное, Иран тоже, они же были суннитскими, я так понимаю, в лоне суннитского ислама это все развивалось. И ученые, которые появлялись в этом ареале, они тоже были суннитскими учеными. Как потом произошла шиизация этой территории? Я вам даже больше скажу. Действительно, описание вот этих ученых, которых встречал этот Абу Тахир ас-Силяфи, ученик
лишь Ад-Дарбанди, да, они действительно все сунниты, хотя они живут в Ширване многие, в Аране многие, в Дербенте, Бабалябвабе многие живут. В принципе, за исключением там нескольких семейств, которые пришли туда, например, семейство Аль-Гадайри, причем он встречался Силефи встречался с Ибрахимом Аль-Гадайри. Это во времена Бувайхиды, до сельджукидов правили Бувайхиды. Это иранская была династия, они были султаны. И светская власть принадлежала им. И они были истинно ашария, и действительно они распространяли шиитский ислам. Это был очень непродолжительный этап, и максимально, что они могли сделать, они смогли шиитского шейха продвинуть Ахмад Аль-Гадайри, сделать Кади Аль-Кудат в пограничной области. Он жил в Дербенте, и его камень от его могилы лежит во дворе Дагестанского государственного университета. Прямо во внутреннем дворе лежит. Вот. Но я хочу вам что сказать. Понимаете, идеология шиизма, особенно имамизма, еще не была сформирована в то время. Поэтому, собственно, Дарбанди учился у Ибрахима и Закарье, и Яхьи Аль-Гадайри, невзирая на то, что те были шииты, потому что они были суфи, и они распространяли еще суфийское знание. То есть они все-таки в этом смысле в то время не было такого противопоставления, было политическое противопоставление, да. Вот. Но ученые, они были все-таки, они себя называли, даже Ад-Дарбанди не называют себя даже суфием, потому что они отвергали даже это название. Они называли себя, что они представители Ахля Ас-Сунна Валь-Джама. То есть вот это было очень важно для них. Вот. Но противопоставление идеологически начинается после того, как, во-первых, формируется доктрина имамитская или джафаритская, так что называют. Вот. Это, во-первых, этот шейх Ат-Туси, который, в принципе, один из основоположников имамитского вероучения, он как раз по сообщению от Дарбанди даже приезжал в Дербент к Ахмаду Аль-Гадайри в свое время, когда он был. И тот его называет учителем, и в фихристе шейха Ат-Туси мы можем найти этого Ибрахима Аль-Гадайри, он его упоминает. То есть там все очень тесно связано. Это не то, что там Дербент от Шиби совсем, понимаете. Но с другой стороны, не было такого противопоставления. Это начинается противопоставление тогда, когда ардебильские шейхи, Сафавия, которые, кстати говоря, изначально были суннитской, суфийской организацией, когда они вдруг начинают борьбу, и оба эти сафавитских шейха, оба причем, и первый шейх, и его сын, значит, шейх Хайдар и шейх Джуней, его отец, они оба погибают на территории именно Лакза, то есть Кавказская Албания, фактически там, где они погибли, это территория Кавказской Албании, бывшая территория, территория Лакза в одном случае. Шейх Хайдар вообще, его памятник, он вроде погиб в лесу на границе между лезгинами и табасаранцами, это селение Кук. Там в лесу, на так называемый священный лес, и там его называют Шейх-Хардар, Шейх-Хардар. Вот местное название, но это Шейх-Хайдар. То есть это вот. Другой похоронен где-то в Хазрах, по-моему, где-то там, вторая могила. То есть оба, а их сын только, Исмаил, смог создать государство, сафавидский Иран. И, конечно, он вместил все это время, вот эти религиозные войны, в течение всего 16 и всего 17 веков, 200 лет, почти начиная с 15 века, фактически, больше, почти 300 лет, это смутные годы, это были просто жестокие войны,
которые заставили, во-первых, ну, нельзя сказать, что они все принимали под давлением шиитский ислам, да, шиизм, потому что для азербайджанцев, поскольку Сафавия, судя по всему, курдская династия, но тюркизированная, она, в принципе, они были азербайджанцами, то есть хотя курдского происхождения. Поэтому азербайджанская знать, она быстро себя нашла в новой империи, и она быстро адаптировалась, и очень быстро приняла шиизм, потому что это была идеология, это было выгодно тогда. Фактически вот такой массовая шиитизация происходит именно в то время, которой не было там. Мы знаем Абдар-Рашид Аль-Бакуви, его сочинение «Аджаиб» тоже «Дунья». Он повторяет Закарья Аль-Казвини все его рассуждения, но он дополнительные вещи приводит. В 15 веке он написал сочинение, через 300 лет после Казвини. Значит, он описывает, что там все суннитские поселения. Олег Беркалбекович, Да. я вас искренне благодарю за такой подробный рассказ. Еще раз поздравляю с защитой докторской диссертации. Спасибо большое.